остались, дослушали. Нас было больше, Хуан Кенич, но, видите, все-таки это все патриоты здесь. Я хочу прежде всего поблагодарить город, мэрию, мэра, заместителя мэра, всех, кто причастен ко всем новшествам, которые проводятся в городе. Я только хочу обратить ваше внимание, особенно города, на то, что вот здесь сидят руководители крупных диаспор. В тех странах, куда в большинстве выезжают наши, сперва мигранты были, сейчас диаспора, и тоже здесь выпускники вузов, которые влились здесь в Кыргызстан, в тех или иных точках работают. Здесь сидит такой жирненький дипломатический корпус, их было много вчера. Сегодня вот, видимо, начальство не видит, или как это понять, но их стало меньше. Но во всяком случае я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Слушайте, это все люди, которые могут помочь городу в новых исканиях, в новых преобразованиях. Вы сами сказали, недавно были в Анкаре, в Истамбуле. У нас сильнейшая диаспора в Турции. Очень активные люди, которые могут увидеть, узреть. И поскольку, вот правильно сказал Айбек, руководитель диаспоры в Стамбуле, что у нас есть города-побратимы, посольства, все землячества. Вспомните, у вас везде есть побратимские города. Для вас это рычаг, чтобы мобилизовать нашу связь между Кыргызстаном и между той или иной страной. Я сама когда-то делала побратимскую связь город Бишкек и Колорадо-Спрингс, самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Один из самых красивых, правда, Кетлин, между Бишкеком. И это все не работает сегодня. А вы знаете, я была недавно в Тбилиси, и я удивилась. За последние где-то 5-6 лет колоссальные изменения произошли там. И именно тот фактор, о чем Кенич говорил, вот этот фактор культуры, медиа так сильно играет в Тбилиси. Слушайте, там латинскими кварталами полные Тбилиси. Столько много уголков. Мы почему не украшаем свой город вот так же? У нас такие забегаловки, слушайте, противно ходить, правильно? Конечно, есть хорошие, но то, что у нас хорошее, даже туда не поведешь приличного человека, понимаете? Значит, нам нужно, вы можете тоже все, это бизнес-проекты, привозите рестораторов, которые могут украшать, улучшать наши рестораны. У нас есть профессиональная ассоциация, в Кыргызстане тоже есть профессиональная ассоциация ресторанного или там гостиничного бизнеса и так далее. Связывайтесь со своими городами, связывайтесь со своими странами, потому что, вот я слышала, если это правда, Хуан Кенич подтвердит, у нас в этом году собирается приехать сюда архитектурный союз Турции. Оказывается, этот союз архитекторов Турции ежегодно меняют свою дислокацию для своих ежегодных собраний и так далее. Я думаю, что вы найдете здесь очень много сообщников. Здесь сидят очень активные люди. Сегодня говорили, просто детские площадки, слушайте, или просто о каких-то нравах и традициях жизни. Во Франции, например, проводят День соседа. Вот в Париже День соседа. Это значит, каждый подъезд, каждый дом, они один раз в году собираются. Мы с вами знаем, кто у нас напротив, на соседней площадке живет. Мы знаем вообще, вот у нас, кто живет в этом доме и так далее. А мы говорим о терпимости, мы говорим о таком межнациональной дружбе и так далее. И, по-моему, это здорово. Эти люди тоже пришли к такого рода формам, за таким акциям, потому что у них эти проблемы горели. У них земля тоже горела под ногами. И почему бы нам это не проводить в каждой деревне, в каждом городе и так далее. Дорогие соотечественники, если вы услышали, что есть такой интересный опыт, напишите нам. Я думаю, что у города есть сайт. У вас есть сайт mekendichtep.org. Опишите, расскажите. Здесь смотрите, какие замечательные люди сидят.
очень чуткие, внимательные до нового опыта. Все будут стараться что-то это делать. То есть я хочу вас призвать к сотрудничеству с городом, с мэрией города Бишкека, открыты. Мэр предлагает, смотрите, на каждое ваше предложение он дает свою личную вот такой вот, значит, свою реакцию. Я считаю, что у соотечественников есть большие ресурсы и потенциал. Вы можете многое изменить. Вот я в первый день вчера в докладе своем говорила, не только денежные переводы, нам нужны социальные переводы, нам нужны идеи, нормы, ценности, какие-то интересные вещи, которые преобразовали жизнь в тех городах или в тех странах. Я хочу вас искренне поблагодарить, что вы откликнулись на нашу просьбу. Мы вот из выступления Раушан поняли, как много интересного предлагают горожане. Лекендештель, я думаю, что мы еще раз, если соберемся, мы еще раз можем послушать. Через 2 года мы будем, через год точнее собираться, не в следующем, а через год собираться. И мы, наверное, увидим, наш призыв, он в пустыню упал, или мы от вас какую-то реакцию почувствуем. Так что я предлагаю всем вам откликнуться. Здесь сидят тоже необыкновенные люди. Они у нас Кай Мост, да? Из Новокатского района землячества уже 7 своих улиц изменили, проасфальтировали их или что, значит, школу, больницу, все они там, отремонтировали. То есть люди на примере своих районов и деревень изменяют. А здесь так много сидят горожан, которые тоже, наверное, на детскую площадку у вас хватит сил и энтузиазма и инициатив. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу сейчас завершить этот форум тем, что прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто работал над подготовкой и над его проведением. Во-первых, цветы. Вы сидели, смотрели на цветы или нет? Слушайте, эти цветы сделаны самым грамотным образом. Чинара Мундузбаева, вот она провела несколько классов для Бишкек-парке, для всех горожан. И она выступает за Россию, не за Кыргызстан, к сожалению. Она живет, работает в Москве, выступает за Россию, когда речь идет о соревнованиях международных по икебане. Я хочу поблагодарить, Клан Кенеш, побудьте с нами, хочу поблагодарить всех как раз за этот форум. Хочу поблагодарить всю свою команду, начиная от Джибек Койчукуловой, директора форума. Вся команда, быстро, вся команда. Этот форум был возможен, потому что мы полгода готовили этот форум. Все эти люди работали от начала до конца. И спасибо всей моей команде, спасибо волонтерам, а их тоже, они все с краю присоединились. Их немало. Волонтеры, это очень важно. Они везде были здесь, стояли, они нам помогали. Спасибо всем тем, кто откликнулся на наш призыв организовать выставку. Да, вы эта выставка, она была специализированная, очень такая специальная. Хочу поблагодарить тоже сейчас университет Манас. Мы с вами находимся в университете Манас. Не знаю, где проректор, но, знаете, дорогие участники форума, должна вам признаться, что это, пожалуй, единственное здание в городе Бишкеке, это единственное здание в городе Бишкеке, где правильно эргономически расположен зал по отношению к зрителям. Вы это видели, почувствовали? Здесь зрители сидят,
Вот они, вот здесь вот зал. Таких залов нету в Бишкеке больше, понимаете? И мы его нашли, и мы вот сюда, в этом зале, всех вас пригласили. То есть мы хотели бы, конечно, в будущем, чтобы у нас много было новых вот таких вот построений. Хочу поблагодарить сегодня Талде нашего Эгембердиева, где мы вчера провели приятный вечер в Супара. Знаете, это все специально для вас было сделано. Вчера это такой угол был очень комфортный, красивый сделан. И он вас щедро тоже вчера угощал сам. Я надеюсь, что вы обязательно съездите к нему туда в дальние, в горы. И у меня уже есть идея в голове. Я хочу провести там конференцию, такую бизнес-конференцию по лыжам. Нам надо, чтобы в Кыргызстан приезжали на лыжи, кататься на лыжах. Мы будем конкурировать здесь в регионе по лыжам обязательно. Я хочу нашего форума. Она очень много нам дала экспертизы. И запомните эту женщину. Это самый уважаемый эксперт по вопросам миграции по миру. Ее исследование диаспора, вот эта книга, она уже переводится, вот таджикским офисом МОМ переводится на русский язык. И вы можете почитать как раз книгу Кетлин на русском языке. Хочу также поблагодарить посла Метин Кылыча, посла Турции в Кыргызстане, и господина Мехмед Көзе, который приехал специально к нам. И вы слышали, знаете, какой богатый турецкий опыт. Мы только стоим здесь у края этого океана. И хочу поблагодарить ОТРК, ЛТР и Радио Азаттык за то, что они освещали всю нашу конференцию. Вы увидите еще несколько месяцев все, что вы умного, ценного говорили здесь на конференции, все время будет передаваться. Вот вы можете наверняка это увидеть у них на сайтах. Радио Азаттык, я слышала, что передает онлайн все это. И сегодня с нами были самые перспективные, лучшие ведущие. Это Айзада Касмалиева, Алмаз Касмалиев с ОТРК. И Гена Ракаев, он, наверное, на радио сейчас. Он сейчас на радио. Слушайте, вот я думаю, что такая была команда, которая работала на успех этого форума. Я теперь хочу скромно спросить, форум удался? Да, удался. Спасибо. МОН, говорят, я забыла. Слушайте, МОН, безусловно. МОН нам дал грант тоже, добавил для того, чтобы мы смогли провести этот форум. И я думаю, что мы дальше будем с ними пока работать. Но я хочу в этой связи еще сказать вам, вот эти все решения или те шаги и пункты, о которых мы оговорили раньше, мы их будем теперь за ними наблюдать. Будем очень последовательно смотреть за выполнением каждого из этих пунктов. Ну, есть какой-то адрес, есть какие-то шаги, есть какая-то платформа. Так что вы тоже заходите в сайт mecklenburg.org, пишите свои мнения, свою реакцию. Если что-то не идет, машина не работает, толкайте и включайтесь тоже в нашу общую работу. Спасибо, всего вам доброго, но сегодня у вас есть еще два больших удовольствия. Я хочу вас призвать к тому, что очень просили семья Айтматовой, чтобы журналисты как-то и не пришли, и обошли этот. Они очень щепетильно относятся к этому. Дом еще не открылся, дом музея Айтматова. Но мы договорились, что можно сегодня сходить. Потому что вы приехали, вы уезжаете. И вот в этой связи можно будет сегодня сходить. Но и второе мероприятие тоже закрытое. У них опять, еще раз повторюсь, будет официальная церемония презентации этого фильма. Мы вам показываем только для того, чтобы вы у себя потом пробивали эти фильмы. Пробивали фильмы в
всего Кыргызфильма. Вот для этого. Хорошо? Удовольствия вам сегодня вечером. Господин